Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Фаткуллина Дина Рустемовна. Я являюсь доцентом кафедры изобразительного искусства художественно-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. На вступительных испытаниях по основам композиции нужно обратить внимание на следующее. Форма сдачи у вас дистанционная. Вид экзамена – тестирование. Всего 25 вопросов. Минимальное количество баллов – 40. Максимальное количество баллов – 100. Время, отведенное на тестирование – 60 минут, то есть 1 час. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время вступительного испытания увеличивается на 1,5 часа, то есть всего будет 2,5 часа. Структура тестовых заданий состоит из следующих положений. Это теоретические основы композиции, средства композиции, декоративная композиция, композиция в живописи, а также композиция в рисунке. Еще раз обращаем внимание на то, что у вас будет дистанционная форма сдачи. Ваши логин и пароль будут отправлены на электронную почту. Смотрите папку «Спам». Следующее посещение сайта уже под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед экзаменом вам необходимо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно лицо и главный разворот паспорта с фотографией и инициалом, фамилией, именем, отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, и у вас есть всего одна попытка. Также хочу обратить внимание на то, что отсчет времени начинается сразу после входа в систему. Еще раз предупреждаю, что тест длится 1 час. Пересдачи нет. У вас одна попытка. Расписание вступительных экзаменов вы можете найти на сайте приемной комиссии. Для этого заходим на сайт приемной комиссии, выбираем бакалавриат, и в документации уже, соответственно, можно найти само расписание. Основы композиции в данном случае выделены желтым цветом. Консультация будет проводиться 23 июля. Сам экзамен 25 июля и в резервный день 26 июля. Время обозначено с 10 до 17 часов. Самое позднее время входа для сдачи экзамена за 1,5 часа до его окончания, то есть в 15:30. Для подготовки к сдаче вступительных испытаний информацию вы можете найти также на сайте приемной комиссии. На данном слайде вы видите программу вступительного испытания. Примерные задания по композициям. Хочу обратить внимание на следующее, что, как и во всех тестовых заданиях, к вопросу дается несколько вариантов ответов. В некоторых вариантах дается только один правильный ответ. Например, в данном случае в первом задании плоскостная композиция строится за счет. За счет чего может строиться плоскостная композиция? Рельефа формы? Нет. Композиция плоскостная. Художественных материалов? Тоже нет. Материалы в данном случае на плоскостную композицию никаким образом не влияют. Таким образом, у нас остается единственный верный ответ. Плоскостная композиция строится за счет точки, линий и пятна. Также может быть вариант вопроса, где все ответы верны. Например, 4-й вопрос. Ритм в художественном произведении может выражаться. Ритм можно выразить как в форме, в цвете, так и в фактуре. И в данном случае все ответы верны. Рекомендуемая литература.
Сейчас очень большое количество литературы можно найти на интернет-ресурсах. Обратите внимание на представленных авторов. И когда вы будете в поисковике задавать авторов, обязательно поищите таких авторов, как Георгий Беда и Константин Ион. Это художники, педагоги, которые работали в советский период времени. Их методические пособия вам помогут при подготовке к вступительным экзаменам. Спасибо большое за внимание. Будем ждать вас на вступительном испытании. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.